Ну, похоже, продрался я из кустов и выхожу на протоку Ижа. Это я показываю свой путь, который я прошел из вот этих дебрей. Это точно джунгли Амазонки. Тут очень сложно пройти. И вот так поворачиваю камеру. И вот там уже виден просвет. Вы посмотрите, как приходится идти. 27 января. Снегу навалило уже очень и очень прилично. Так. Как бы не угодить в заводь. Заводи мне еще встречались. Но там не очень глубоко. Но тем не менее искупаться-то можно. Вот он мост. Совсем немножко осталось. Вот он мост. Я уже вижу, что там сидят рыбаки. Все, вот она основное русло реки Иж. Чуть-чуть приближаю камеру, чтобы показать. Проезжают там машины. Все, я туда выбираюсь, поднимаюсь на дорогу и пройду по дороге как я уже говорил, к линии электропередач. Ну, цель моя частично достигнута. Ну вот здесь уже такая тропинка. Лыжи сейчас прочищу, не очень хорошо едут, потому что там у меня налип мокрый снег на лыжи. Катится плохо. А здесь вот, видите, рыбаки ходят. Когда-то тут ездили на лыжах. Вот видно даже во льду такая колея лыжная. Вот она. Вот там сидит, замер в неподвижности рыбак. Надеется что-то тут вытащить. А вот такая колея, смотрите, заледеневшая. Люди ходят тут, видимо, тоже на лыжи, потому что, видите, вот такие заводи. Палкой ткнуть, но вода. Смотрите, вода. Я сейчас... Бежит вода. Даже слышно, как она булькает. Так что здесь ходить, ребята, опасно. Ну, утонуть вы не утонете, но в воду провалитесь. А дымка появилась какая-то. Но дымка появилась, небо облаками затягивается, это к теплой погоде. Потому что когда идет снег, это, ну, потепление идет. И морозов таких уже во время снегопадов не бывает. Самые сильные морозы при ясном небе. Все, сейчас вот тут вот есть подъем на мост. Выбираюсь на мост, иду по трассе. Ну вот такой вид с моста. Проезжает машина, очень шумно. Иду по объездной дороге.
Это Ижевская кольцевая дорога. Ее цель — разгрузить город Ижевск от транзитного транспорта. Вот опять язык заплетается. О, вот это, ребята, нарушение. На мосту обгон запрещен. Проехали, снова можно говорить. Вот длина этой объездной дороги. Я сейчас без лыж иду. Лыжи у меня под мышкой, левой рукой держу. Длина этой объездной дороги 96 километров. Всего на 13 километров ИКАТ меньше, чем МКАД, Московская кольцевая автодорога. А вообще эта трасса является участком трассы М7 Москва-Уфа. Но построили ее где-то, начали, вернее, строить в начале нулевых годов. К 2019 году уже завершили строительство Ижевской кольцевой дороги. И, в принципе, сказать, что уж очень сильно разгрузила эта дорога город Ижевск, я не могу, потому что то, что происходит часы пик на дорогах Ижевска, это просто какой-то кошмар. Машины, они не едут, они даже меньше скорости пешехода. Так, ну ладно, машины мне мешают говорить. Наверное, я сейчас выключу камеру и просто дойду до высоковольтки. Еще покажу, вот камеру проведу вот так. Вот оттуда я иду. Вот такой бугор здесь. Ну вот и добрался я до линии электропередач по трассе М7, которая и есть. Это участок трассы М7, объездная дорога наша, Волга называется. А вот сейчас камеру я направил на столб ЛЭП. И интересная информация. Как определить вольтаж линии электропередач? По количеству изоляторов. Вот если 3 изолятора, это где-то 35 киловольт. А здесь у нас 6. Это, я так предполагаю, что 110. Раз, два. О, так тут больше. А может и 150 даже здесь киловольт. Это ЛЭП идет вот, если направо поворачивать, то она выйдет сейчас на сад-огород, там просека есть. А если туда, в ту сторону, то она до Увы идет, это ЛЭП тянется в длину. Но нам надо вперед. Вот сейчас я снова двигаюсь вперед. Камера-то у меня приближена. Снова я нормально ее делаю. Вот. Фуры ездят. Вот участок, он открывается, про который я говорил. Показываю направо. Вот здесь мне предстоит подняться. И там уже на бугре, где стоит столб, там метров 100 до сада-огорода. Но вот получается, мне сейчас надо будет сойти с этой трассы, вот в этот овражек забраться, ну и подниматься вот туда. Вот как-то так. Эх, как камера и хорошо приближает. Хорошо бы так какой-нибудь необъяснимой силой и самому подняться.
Но надо лезть ножками. Надо лезть ножками. И другого варианта здесь нет. Спустился вот с трассы. Нашел какую-то тут тропинку. Кто-то здесь проходил. И вот сейчас ломлюсь в лес. Ну вот так вот я выгляжу. Сейчас покажу то, что я уже преодолел. Но это где-то 1/3, наверное, пути. Сейчас я сам даже не знаю, что там видно, не видно. Вот машинки там ездят. Вот и сейчас последний подъем остался. Самый крутой. Ну все, поднялся я на горку. Смотрите. Вот такая крутизна. Не передает камера крутизны. Сложно это камере передать. Ну, видно, что дорога внизу. Далековато. Вон там просека лэп тянется. Двигаю камеру. Вот тут не осталось совсем немножко. Тут уже есть тропинка. Люди здесь ходят. И вот там, где открытое пространство, там уже будет забор и будут огороды. Сейчас выбираюсь на тропинку. И еще покажу. Ну, дойдут до сада огорода непосредственно. Ну вот. Уже здесь начинается цивилизация. Цель моя достигнута. Добрался я до СНТ загородный. И там меня ждет приз. Я топлю баньку, кушаю, отогреваюсь. Всегда приятно, когда поставишь цель и цель эту выполнишь. Все. Вот она, конечная точка пути. Я добрался. Ну вот, все. Добрался я до своей избушки. Затопил печку. Вон идет дым. Сейчас покажу, сколько градусов на улице. Ну, сейчас время 3 часа. Опа! Замело, конечно, тут все капитально. Вот. И на термометре
20 градусов. Тут еще только-только отсюда ушло солнышко, светило прямо на этот термометр солнышко. И он чуть-чуть больше показал. Вот. Сейчас солнышко ушло и стало прохладно. Вот я уже немножко тут организовал стол. Сейчас трапезничать будем. Вот я сказал, что буду кушать, и может быть не только кушать. Я вот себе взял бутылочку такого крафтового пива Joe Sapa. Немножко позже расскажу, когда сяду кушать про него. Ну вот что Бог послал. Колбаска бабинская, сервелат, курочка, лучок, сыр, президент, кусочек тортика, птичье молоко к чаю. Ну, сейчас начинаем кушать. Это у меня шумит чайник, закипает. Там лед был, то есть чайник остался со льдом. Я его сейчас включил. Не знаю, сломается, не сломается. Ну, в общем, лед вот что-то он там накрылся. Так странно шумит. Ну ладно. Фу. Ну, приступаем к долгожданному обеду. Время, точно время сейчас 15:05. Значит, это у меня чаек, колбаска, курочка, лучок. Ну, пока начну с чая. Ой, хорошо. Вот у нас в Удмуртии самая вкусная колбаса, как я уже говорил, делается в Бабино. Причем выпускают они в основном только, лично мне нравится 3 сорта. Сервелат, московская и деликатесная. Причем, наверное, самая вкусная московская. Она мне напоминает вкус той московской колбасы в советское время, которую мы привозили из Москвы. Причем была такая колбаса по 4 рубля за килограмм. И она не называется московской не потому, что ее из Москвы привезли, а именно такое название и было. Вот. Ну вот этот вкус, он очень сильно напоминает вкус той колбасы. Такая немножко с чесночком. Лук у меня в рюкзаке замерз. Курица. Ну, курицу сейчас я, наверное, поставлю разогревать. Поставлю там на камне. Чай я налил из термоса. И немножко подожду. Пусть согреется пиво. Тоже оно было в рюкзаке замерзшее. Это крафтовое пиво Апа. Делает его компания Joe's. Я, наверное, где-то сортов 10 крафтового пива перепробовал. И остановился вот на этой фирме. И у них мне нравится 2 сорта. Это атомная прачечная и вот это вот пиво Joe's Апа с мотороллером оно называется. Апа это American Pale Ale. Еще бывает ИПА, бывает там ламбики. Ну, много сортов крафтового пива. Всегда интересные этикетки на этом крафтовом пиве. Стараются как-то они подать так красиво. И вот тут интересная тоже фраза такая. Не фраза, а высказывание. В этом пиве мы старались передать дух стиля American Pale Ale, пропитанный пьянящим ароматом свободы и движения.
Поймайте его дыхание и следуйте за ним. Он зовет вперед за линию горизонта, где небо встречается с землей, где дует солнечный бриз. Мысли становятся кристально чистыми, а за спиной вырастают крылья. Это пиво не оставит вам шансов усидеть на месте. Расправьте паруса и поймайте свой ветер. Ну, я немножко согреюсь, тут у меня тоже все немножко прогреется, пока, видите, я сижу в куртке. Еще холодно, а градусник показывает пока минус 10 градусов здесь. Вот. Но я включил тен. Эта печка топимось, она тоже это помещение обогревает. Ох, чаек хороший. Вот. Ну, где-нибудь через час, я думаю, у меня банька согреется. И тут будет тепло, а в парилке так вообще будет здорово. И пойду мыться. Сейчас согрею курочку там на камнях. И продолжу трапезу. Лучок все-таки заморозился. Но сегодня погода холодная. Прямо ледяной лук ем. Но его если разморозить, он вообще в киси-миси превратится и будет невкусный. Ну вот уж такое есть. А, у меня там курочка еще на камнях стоит. Сейчас она разогреется и будет прямо как с пылу с жару. Пойду проверю сейчас ее. Но колбаска вкусная. Ну вот и курочка готова. Она, конечно, не шкварчит еще, не шипит. Но уже тепленькая, уже не замороженная. Вкусно. Фу. А.
Ух.